Ислам – религия добра, мира и созидания. Подчинение повелениям Всевышнего, соблюдение сунны посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, упорядочивает каждый аспект жизни мусульманина. Так, ислам определил и роль родителей в жизни верующих, и какими должны быть между ними взаимоотношения. Всевышний в Коране говорит: «Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и быть добрым к своим родителям. Если один из них или оба достигнут старости, то не говори им «уф», не кричи на них и говори с ними ласково». Слова Всевышнего указывают на высокое положение родителей в жизни мусульман. На это указывают и другие аяты Корана, хадисы и сунны посланника Всевышнего, да благословит его Аллах и приветствует. Также праведные предшественники оставили нам прекрасные примеры, какими должны быть верующие в отношении своих родителей. Что говорится о почтении родителей в Священном Коране? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля сайдина Мухаммади ва аля алихи ва асхаби аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Всевышний Аллах говорит в Священном Коране: Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него. Также Всевышний Аллах сразу же после того, как нам сделал предписание поклоняться только Ему, Всевышний Аллах говорит: вы делаете добро родителям, относитесь к родителям хорошо. И это показывает, насколько это важно. Поклоняться Всевышнему Аллаху, только Ему. Следуем за Ним. Всевышний Аллах говорит нам, чтобы мы к родителям относились почтительно. И это показывает важность наших родителей, роль наших родителей в нашей жизни. Также Всевышний говорит в Коране: если же один из родителей или оба достигнут старости, то вы не говорите им «уффин», то есть это самое малое выражение недовольства. Что говорится о почтении родителей в хадисах посланника Всевышнего, да благословит его Аллах и приветствует? Пророк, алейхиссалату вассалам, да благословит его Аллах и приветствует, говорит в достоверном хадисе: «Сахатуллахи фи сахатил валид, ридаллахи фи ридал валид». Довольство Аллаха в довольстве родителей и гнев Аллаха в гневе родителей. То есть, если вы достигнете довольства родителей, то Всевышний Аллах становится доволен вами. Если же вы сделаете так, чтобы родители обидятся на вас, то Всевышний Аллах тоже гневается на вас. В этих всех достоверных хадисах выражается любовь пророка к родителям, да благословит его Аллах, приветствует. Он в детстве остался без родителей, круглым сиротой. Когда ему исполнилось 6 лет, у него скончалась мама. До рождения пророка Мухаммада не стало его отца, а в 6 лет и скончалась его мама. Он в 6 лет стал круглым сиротой. Но во всех в этих хадисах выражается его любовь к родителям. Также в достоверном хадисе говорится: в один день, когда пророк находился среди своих сподвижников, к нему подошла одна женщина к ним и сказала, что его супруг при смерти и не может, то есть он мучается, не может произнести шахаду. Тогда пророк попросил своих сподвижников навестить его, посмотреть. Когда вернулись сподвижники, сказали пророку, что он не может произнести шахаду и он при смерти, у него язык остановился. Тогда пророк сам, да благословит его Аллах, приветствует, подошел к своему сподвижнику Алкаме и сказал ему: «О Алкама, произнеси слова единобожия, тахлиль, скажи ла илляха илляллах». Но тот не смог вслед за ним произнести. Тогда пророк спросил у его супруги, что он делал, когда он был живой. Тогда она сказала: он был набожным человеком, он был также щедрым, много давал милостыню, он был хорошим человеком, намаз делал своевременно, пост соблюдал. В общем, он был хорошим человеком. Тогда пророк, да благословит его Аллах, приветствует, сказал: а живы ли его родители? Тогда его супруга сказала, что жива его мама, она живет отдельно.
позовите ее, если она сможет прийти. Если же нет, то я сам навещу ее. Тогда сподвижники попросили ее прийти к сыну. Она пришла. Пророк спросила у него: вот каким был твоим сыном, когда он был здоровый, мог ходить? И она сказала, он был хорошим человеком, также щедрым, богобоязненным. Тогда пророк спросил у нее: а какие у вас были между вами отношения? Как он к тебе непосредственно относился? Его мама сказала тогда: я обижена на него. Тогда пророк понял, почему Алкама не может и произнести слова единобожия. Прости его, сказал пророк. Она: не могу, говорит, я его так простить. А почему? Не могу, говорит она. Тогда, а что он тебе сделал? Она говорит, также вот он лучшее все приносил своей жене, мне только плохие продукты приносил. То есть он лучше относился к своей жене, чем ко мне, она говорит. Тогда пророк сказал своим сподвижникам: соберите хворост, дрова и положите вокруг Алкамы. И начали собирать хворост. Мама спросила его, мама: что ты хочешь сделать? Он говорит: я хочу его сжечь. Как ты можешь сжечь его? Это же плод моего сердца, говорит она ему. Ты думаешь, я это выдержу? Тогда пророк говорит ей: Валлахи, говорит, клянусь тем, в чьей длани находится моя душа, огонь ада сильнее будет, чем огонь, который мы видим в этом мире. И долгим будет огонь ада. Сильнее и долгим будет этот ад, если же ты не простишь его, и он отправится в ад. Тогда его мать простила его. Она сказала: я оставлю вас свидетелями и Всевышнего Аллаха, что я его простила. Я прощаю его, сказала она. И тогда пророк говорит своим сподвижникам: спросите у него, посмотрите, скажите, может он сможет сейчас. И тогда после этого Алкама смог произнести слова единобожия: Ашхаду алла илляха илляллах ва ашхаду анна Мухаммада Расулуллах. И после этого он скончался. Во времена табиинов был один праведник, его звали Малик. И он был известен тем, что он очень хорошо относится к своей матери. И в один день, когда к ним зашли гости, они заметили, что этот праведник не кушает, не ест с одной миски со своей матерью, хотя он к ней очень хорошо относился. И тогда у него спросили: о, Малик, мы знаем, что ты очень хорошо относишься к своей матери, но мы заметили, что ты не кушаешь из одной миски со своей матерью. Почему? И тогда он ответил: я боюсь, что моя рука опередит ее глаза. То есть, если его мать посмотрит на один кусок еды, а его рука его опередит. Он боится этого, ответил Малик. Это прекрасное отношение к родителям. Какие обязанности у каждого мусульманина в отношении своих родителей? Это самые главные люди в нашей жизни, которые окружают нас в данный момент. Это те люди, которые делают нас счастливыми. И нет ни одного человека, который сейчас находится вокруг нас, ни одного человека, который больше любит нас, чем наша мать и отец. В первую же очередь, больше всех нас любят наши матери. Помните об этом. Никогда не огорчайте родителей, никогда не огорчайте матерей. Они, конечно же, прощают нас всегда. Они простят нас. И все равно будут любить нас. И то, что мы вначале говорили, то, что нам предписал Всевышний Аллах, не поклоняться никому, кроме Него, и относиться к родителям почтительно, делать им добро. Всевышний Аллах
имеет в виду, чтобы мы особенно хорошо к ним относились, когда они постареют, когда они станут немощными. В это время они особо нуждаются и в помощи, и в хорошем отношении, и в хорошем понимании. Дорогие братья и сестры, просьба и, пожалуйста, никогда не обижайте родителей, любите их. Всегда помните, что мы никогда не сможем им отплатить тем добром, которое они делали нам. Мы не сможем никогда. Но хотя бы не обижайте их, относитесь к ним хорошо. Пусть Всевышний Аллах сделает нас, наших родителей, всех обитателям рая. Вальхамдулиллахи Раббил Аламин.